Сегодня в программе. Новый посол России в Абхазии приступил к своим обязанностям. Репортаж церемонии вручения верительных грамот. Фотоматериалы, письма и документы. Выставка к 125-летию Нестора Лакоба. Семейные реликвии на хранение. Семья Ремзи Агарба передала его в военный архив в Музей боевой славы. Сегодня состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот нового чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина президенту Абхазии Раулю Хаджимба. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года. Репортаж Ирины Аршба. У администрации главы государства нового посла России в Абхазии встретил руководитель администрации президента Беслан Барцыц. Указ о назначении Алексея Двинянина послом России в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года. Звучание государственных гимнов двух дружественных стран ознаменовало начало торжественной церемонии вручения верительных грамот президенту Абхазии. Рауль Хаджимба сердечно поприветствовал нового посла России в Абхазии, поздравив его с вступлением в должность. Динамику российско-абхазских отношений можно с уверенностью отнести к разряду показательных, отметил президент. И достигнутый уровень партнерства между странами подтверждает высокие стандарты взаимопонимания и позитивный настрой на дальнейшее сотрудничество, подчеркнул глава государства. В этом году Абхазия будет отмечать 10 лет со дня исторического решения, принятого руководством России в августе 2008 года. Решение, которое явилось водоразделом новейшей истории не только Абхазии и Южной Осетии, но и российского государства. За годы, последовавшие после признания независимости нашей республики, Абхазия доказала, что является надежным и ответственным партнером для международного сообщества и последовательно в своих действиях, направленных на поддержание мира и стабильности в регионе. Абхазия намерена и впредь действовать продуманно и ответственно, демонстрируя необходимость всестороннего наращивания абхазо-российского стратегического партнерства. Динамику российско-абхазских отношений можно с уверенностью отнести к разряду показательных. За 10 лет был создан мощный правовой фундамент двустороннего сотрудничества, включая договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Достигнутый нами уровень партнерства подтверждает высокие стандарты взаимопонимания и позитивный настрой на дальнейшее тесное сотрудничество и углубленное развитие союзнических отношений. Сегодня твердо можно сказать, что российско-абхазские межгосударственные связи приобретают особое значение, играя весомую роль в укреплении доверия, стабильности и безопасности в контексте развития ситуации в Закавказье. Прошедшие годы обозначили непростой путь становления и для Российской Федерации. Тем не менее, Россия сумела подтвердить статус сильной и независимой страны, сохранить многовековые устои государственности. В Абхазии высоко ценят союзнические отношения с Российской Федерацией и придают большое значение всестороннему углублению абхазо-российских взаимоотношений. Нас объединяет не только дружба и взаимопонимание. У нас с вами одно героическое прошлое, неразрывно связанное с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию наших государств. Убежден, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять стратегическое партнерство в интересах народов наших стран. Уважаемый Алексей Аркадьевич, вы приступаете к уже известной вам дипломатической работе в новом качестве. Во многом именно от вас будет зависеть решение многих задач, стоящих перед нашими странами на совместной повестке дня. Уважаемый Алексей Аркадьевич, благополучия вам, конструктивной работы и удачи в исполнении вашей высокой и ответственной миссии. И добро пожаловать в Абхазию. Алексей Двинянин отметил, что для него большая честь быть назначенным послом в нашей стране. Он заверил, что приложит максимальные усилия для осуществления поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по дальнейшему расширению и углублению союзнических отношений между Россией и Абхазией в различных сферах. Для меня большая честь быть назначенным послом Российской Федерации в Республике Абхазия, стране, которую
я посвятил без малого уже 13 лет, занимаясь вопросами сначала урегулирования абхазско-грузинского конфликта, а с 26 августа 2008 года, после признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации, уже всемерно содействуя развитию вашей республики как современного, демократического, процветающего государства. Президент Российской Федерации, назначая меня на этот пост по рекомендации министра иностранных дел Российской Федерации, поручил продолжить ту линию, которая основывается, как отметил уважаемый Рауль Джункович, на наших незыблемых, основополагающих двусторонних договорах. Я имею в виду договор 2008 года о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также недавний договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Уверен, что союзнические отношения, дружбы, взаимопомощи и повышение благосостояния между нашими государствами и народами будут продолжены по восходящей линии. Хочу заверить вас, уважаемый господин президент, в том, что я приложу все усилия для продолжения и всемирного расширения этого курса, данного мне президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Безусловно, в своей дальнейшей деятельности я рассчитываю на всестороннее сотрудничество, взаимопомощь и содействие с абхазской стороны. Благодарю вас и табук. После официальной церемонии президент Рауль Хаджимба и чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Даур Кове. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном музее открылась выставка к 125-летию Нестора Лакоба. Экспозицию посетили президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Геннадий Гагулия, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства. На выставке побывали и наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. Впервые в Абхазском государственном музее прошла выставка к 125-летию выдающегося государственного деятеля Абхазии Нестора Лакоба. Историко-мемориальный дом-музей Нестора Лакоба в Сухуми, который был сожжен во время Отечественной войны народа Абхазии, пока не восстановлен. Все документы и фотографии сейчас хранятся в Госмузее. На выставке представлены не только фотографии Нестора Лакоба, но и рукописи, письма из личной переписки с соратниками. Наверное, нет ни одной области, где Нестор не соприкоснулся. Особенно в части культуры, образования, связи. Наши студенты учились в разных городах бывшего Советского Союза. Он всегда их посещал, оказывал материальную помощь. И он их сюда приглашал, чтобы здесь их трудоустроить. У нас есть много фотодокументов наших бывших студентов, которые потом стали руководителями в нашей цветущей Абхазии. На сегодняшний день, несмотря на то, что историко-мемориальный музей Нестора Лакоба не функционирует, запущен сайт-музей. На просторах интернета можно найти фото и видеоматериалы, связанные с Нестором Лакоба. До конца года сайт заработает на абхазском и английском языках. Как был открыт музей, вот сегодня 35 лет. Вот впервые выставка. Не было ничего, связанное с Нестором, потому что музея не было и не было предоставлено нам такой площади. А сегодня мы имеем вот такую возможность показать нашу выставку. Конечно, материал еще есть, и думаю, что в перспективе будет еще шире экспозиция. Мы надеемся, что музей будет строиться. Нестору Лакоба шел 43-й год, когда его не стало. Он был в расцвете сил и здоровья, окруженный любовью и уважением. Крестьяне Абхазии могли себе позволить называть его попросту Нестором. К нему обращались с разными просьбами, уверенные, что он обязательно примет, выслушает, рассудит и поможет. Ряд фактов свидетельствует, что его скоропостижная кончина в декабре 1936 года во время пребывания в Тбилиси наступила в результате намеренного отравления.
Вообще судьба этого музея, она тоже очень драматична, как и судьба людей, которому он посвящен. Мы очень рады, что в 2016 году по указу президента музей получил государственный статус. И он уже год как государственный мемориальный музей. У музея есть свое замечательное здание, памятник культуры, но запускать новый музей – это дело не одного года. Но мы очень рады, что музей пошел по просветительской такой истории. За время сталинских репрессий и безраздельного господства Сталина и Берия в стране тысячи граждан Абхазии были лишены жизни. В их числе 3 самых смелых и стойких защитников своей страны и своего народа, открыто и безбоязненно отстаивавших независимость и самостоятельность Абхазии – Эшпа, Лакоба и Акиртава. Однако сокровенные мечты лучших сынов Абхазии, всего абхазского народа, сбылись, несмотря на репрессии. Долгожданная победа, свобода, независимость, признание сделали их имена бессмертными на века. После выставки состоялась презентация книги Ирины Вардания «Дочь за отца отвечает». В книге описаны события 1937 года, которые непосредственно коснулись семьи Ирины Вардания. Рената Шакай, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение. Сегодня 90-летний юбилей отметил Георгий Губля, выдающийся абхазский поэт, прозаик, драматург, литературовед, общественный деятель, лауреат государственной премии имени Гуля, член Союза писателей Абхазии и России. Поздравить юбиляра с днем рождения пришли к нему домой коллеги Георгия Губля, его друзья. Георгий Губля – автор полюбившихся читателям произведений, таких как романы «Предназначенная судьбой», «Последний выстрел» и стихотворение «Жди меня», ставшего одним из самых популярных произведений национальной литературы. За вклад в развитие абхазской литературы и воспитание подрастающего поколения Георгий Губля награжден орденом Ахтапша 3-й степени. Президент Рауль Хаджимба поздравил Георгия Губля с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья и благополучия. Вы являетесь представителем нового поколения абхазской литературы 50-х годов, классиков, которые сумели обобщить традиционный творческий опыт. Вы сумели вложить свой вклад в развитие жанров абхазской драматургии, публицистики, художественного перевода, отметил в частности Рауль Хаджимба в своем поздравлении. В день 93-й годовщины со дня рождения общественного деятеля, просветителя, педагога Ремзи Агарба его семья передала фотоархив военных лет Государственному музею боевой славы имени Владислава Арзенба. Репортаж Ирены Джобуа. Фотоколлаж, кадры из фотоархива 1992-93 годов и счастливый фотоаппарат военного корреспондента Ремзи Агарба пополнили экспозицию Музея боевой славы. Ремзи Константинович Агарба родился 15 мая 1925 года. Гуманист и просветитель, воспитатель и педагог с большой буквы, он внес неоценимый вклад в организацию системы образования Абхазии. Создал Институт усовершенствования учителей, был действенным членом Русского географического общества и Всесоюзного общества знания. Наряду с основной работой Ремзи Константинович с юности увлекался альпинизмом и фотографией. В бытность директором Сухумской 19-й средней школы Ремзи Агарба был одним из первых, кто вместе с коллегами и учениками неоднократно совершал восхождение на Санчарский и Марухский перевалы в поисках останков солдат и офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. Все, кто знал Ремзи Константиновича, помнят его всегда с фотоаппаратом в руках. Ремзи Константинович относится к плеяде тех людей, для которых, как сегодня говорят, гражданская позиция – это было очень важно в жизни. Он относится к тем людям, которые не думают и не спрашивают, что делать. Он идет и делает. И где бы он ни работал, какая бы стезя ни была для него важной в этой жизни, он это делал добросовестно, он это делал очень порядочно, оставил просто, я не знаю, неоценимый вклад в историю нашей войны, в то, что сохранил вот это самые важные, человеческие, иногда очень важные моменты. Ремзи Константинович это был удивительный человек, как будто его воспитала другая эпоха, его воспитала другая формация. Будучи директором института, очень многие вещи он сам решал. Он ездил по селам, он собирал информацию, собирал материал. Причем материал, который касался не только вот его деятельности, деятельности его института, но многих других вещей. Он был очень многосторонний. Когда во время войны Ремзи Константиновича в Гудауте я увидела с его этим фотоаппаратом уникальным,
Я вообще была страшно удивлена на самом деле, потому что в его возрасте вести себя так энергично и оказаться таким востребованным на фронте. Во время Отечественной войны народа Абхазии Ремзи Константинович пошел на фронт в качестве военного корреспондента. Его фотографии – яркая и живая хроника военных лет, на которых запечатлены лица героев. В одном из военных интервью Ремзи Константинович назвал свой фотоаппарат счастливым. Он глубоко верил и надеялся, что попавшие в кадр останутся живы, поэтому снимал без устали, словно оберегая своими кадрами молодые жизни защитников страны. Как не мужаться, когда дети мои, ученики мои борются с оружием, а я буду дома сидеть? И вот это мое хобби. Я с 9 класса ими занимаюсь. Очень много я исторический материал сохранил. И сейчас я хочу оставить архив для вот этой проклятой войны. Чтобы наши дети знали, что война – это ужасно. Это разрушение. Это потеря близкого человека. Это прерванная любовь, это недописанное письмо. Сегодня семья Ремзи Константиновича передала более 1000 кадров его архива военных лет Государственному музею боевой славы имени Владислава Ардзенба. Большой конкретный архив, который не исследован полностью, потому что очень много лиц, которые мы даже не знаем. Мы думаем, что вот это вот очень хороший способ действительно всех узнать. В музее будут много людей приходить. Здесь в цифровом варианте все это выставлено. И я думаю, что каждый, кто захочет посмотреть, посидеть, исследовать этот архив, то это вот доставление, я думаю, что отец был бы тоже доволен, что это достояние всей республики должно быть. Я думаю, что это правильно. Директор музея боевой славы Мзия Бея отметила, что такие материалы очень важны. Благодаря тому, что люди делятся семейными архивами, экспозиция музея постоянно пополняется. Каждый документ, который поступает в музей, для нас это великое счастье. Радуемся каждой бумаге. Недавно наш сотрудник Станислав Коцба предложил нам переговорить с семьей Агрба на предмет, вот именно на тему вот этой вот фотоархива вот этого. Мы были очень рады этому предложению и позвали Арзадина Агрба, сына Ремзи Константиновича, и провели переговоры, вследствие чего состоялось сегодняшнее мероприятие. Это составляющая истории нашего музея и нашей истории, нашей Родины, и это будет восполнять наши архивы. Из переданных в музей фотографий Ремзи Агрба руководство музея планирует подготовить фотовыставку, которая будет открыта к празднованию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Ирена Джопуа, Саита Гухава, Абхазское телевидение. Глава администрации города Сухум Адгур-Харазия сегодня поздравил с 80-летним юбилеем заслуженного учителя Абхазии Владимира Кетия. Владимир Хинтужевич Кетия 25 лет руководил 10-й горской школой города Сухум. Поздравляя заслуженного педагога, Адгур-Харазия выразил ему глубокую признательность за личный вклад, который внес Владимир Кетия в развитие образовательной системы столицы, за творческий подход к делу воспитания и образования подрастающего поколения. Пожелал ему здоровья и благополучия. 2 июня в Абхазском государственном университете откроется первый национальный форум «Стратегия-2025» на тему «Как обеспечить рост экономики Абхазии». Мероприятие положит начало проведению серии тематических форумов. Ранее в Москве представители зарубежных абхазских диаспор приняли совместное обращение, в котором инициировали проведение национальных форумов, ключевая цель которых – создать программу действий, поддерживаемую широкими общественными силами, и приступить к ее выполнению. Выработка национальной стратегии позволит перейти к продуманной и постепенной реализации долгосрочных задач развития Абхазии. В качестве центрального доклада на форуме будет представлена программа экономического развития Абхазии «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года», которая была разработана российской консалтинговой компанией Strategy Partners Group вместе с сотрудниками органов исполнительной власти Абхазии и представителями московской абхазской диаспоры. К участию в форуме приглашаются представители ветеранских, общественных и политических организаций, профсоюзов и землячеств, предприниматели и ученые, работники государственных органов и представители медийного сообщества, старейшины и творческая интеллигенция, молодые лидеры Абхазии, все заинтересованные соотечественники.
С сегодняшнего дня некоторые водители маршрутных такси в столице подняли цены на проезд до 20 рублей. Такое решение водители приняли самовольно. Об этом сегодня заявили депутаты Сухумского городского собрания. Напомним, что на последнем заседании собрания с целью изучения вопроса повышения тарифов была создана комиссия. Выработанные ею предложения должны были обсудить на следующем заседании собрания. Однако водители маршрутных такси не стали дожидаться принятия решения и самовольно подняли стоимость проезда на маршруте «Новый район Рынок». Мы экстренно собрали эту комиссию, которая временно занималась этим вопросом, позвали начальника милиции города, начальника ГАИ, представителей водителей и руководство автобусного парка. Вот сегодня было такое заседание. Пытались найти такое решение, которое бы удержало бы цены в размере 15 рублей. Но и понимая, что все-таки водителям это тяжелый труд, депутаты изъявили такую инициативу, что будет разговаривать с администрацией города и вообще с правительством о какой-либо дотации, чтобы их поддержать. И с условием, что если у нас получится выбить для них дотации, то оставим цены как есть. В случае, если с дотациями будут сложности, то цена 20 рублей будет подниматься только к 1 сентября. Какие меры нужно предпринять, чтобы вывести абхазский туризм на качественно новый уровень? В преддверии нового курортного сезона этот вопрос актуален как никогда. Найти ответ на этот и другие немаловажные вопросы попытались сегодня в Общественной палате республики. Туризм – межотраслевая сфера деятельности. По оценкам Всемирной туристической организации, туризм влияет на 47 отраслей экономики. Но как улучшить туристический климат Абхазии? Ведь туризм для нашей страны – один из важнейших факторов экономического роста. Участники круглого стола с сожалением отмечали некий спад заинтересованности туристов в отдыхе в Абхазии. Здесь, помимо чистого моря и гор, практически полностью отсутствуют места проведения досуга, особенно для детей и молодежи. В ходе встречи также затрагивались вопросы безопасности туристов и нарушения в различных сферах, в том числе и в сфере горного туризма. Лицензирование деятельности маршрутов горного туризма. Мы все время говорим, что у нас горы единственное, что значит, чистые горы, привлекательные ландшафты горные и так далее. Все это привлекательно, хорошо, но посмотрите интернет-сообщения, что там пишется вообще. Люди не говорят о том, что там они наслаждаются горными ландшафтами, а говорят, что мы прошлись по такой-то трассе, постреляли из всех видов нарезного оружия, и не только нарезного оружия, устроили сафари и так далее. В Абхазии должны быть созданы максимально комфортные условия для туристов, так как конкуренция с мировыми курортами растет с каждым годом, отмечали члены Общественной палаты. На встрече отмечалась необходимость разработки пошаговой стратегии развития курортного климата страны и создания межведомственной комиссии, которая и представит данный документ правительству. Нужно эту четкую программу определить, нам написать, где войдут все проблемы, и идеологические вопросы, и экономические вопросы, и все то, что касается сегодня туризма. Среди многих факторов, влияющих на развитие туристической отрасли, есть такой, который оказывает значительное влияние. Это имидж. Немаловажную роль в создании привлекательного имиджа любой страны играет, конечно же, телевидение. Генеральный директор АГТРК Роланд Бганба отметил, что в данном направлении уже идет определенная работа. Помимо телевидения есть еще и интернет-ресурс, где можно имиджевые ролики, естественно, снимать, соответственно, выкладывать. Плюс мы еще подумаем в рамках телевидения, в принципе, это как раз перед началом сезона, какую-то передачу, в каком формате мы подумаем, наверное, с соответствующим предложением выйдем, чтобы обсуждать те проблемы, которые существуют в области туризма. Передачу предлагали, мы, в принципе, свое одобрение дали, ждем сейчас вот пилотную версию. Это о том, как мы сказали, давайте попробуйте, начните со столицы, как в нашей столице работают те или иные отели, какие плюсы, какие минусы, соответственно, есть. Начальник управления по туризму ТПП Абхазии Инара Даурова отметила, что торгово-промышленной палатой республики проводится большая работа по популяризации наших курортов за рубежом. Мы активно реализуем пресс-туры, так называемые. Мы приглашаем известных журналистов из ведущих СМИ, из разных городов и Российской Федерации, стран дальнего зарубежья к нам сюда, в Республику Абхазия, для того, чтобы они увидели своими глазами наш туристический потенциал и после чего могли бы осветить
нашу страну у себя дома. Помимо качества сервиса, на встрече также поднимались вопросы обеспечения безопасности туристов путем усиления патрулирования мест массового скопления людей, а также санитарно-эпидемиологическое состояние объектов общественного питания. Участники дискуссии отмечали, что достойный прием многочисленных отдыхающих зависит от скоординированных усилий целого ряда ведомств в курортный сезон. Ежегодный строевой смотр накануне летнего курортного сезона прошел сегодня у абхазских спасателей. На площади Свободы в Сухуме был построен личный состав центрального аппарата и подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям. Строевой смотр техники проводил глава ведомства Лев Квициня. На мероприятии присутствовали вице-премьер Астамур Кецба, глава МВД Гарри Аршба, заместитель министра иностранных дел Олег Аршба. Более 10 подразделений экстренных служб собрались на площади для прохождения смотра. Всего 300 человек. Здесь и госинспекция по маломерным судам, и спецподразделения для операции особого риска «Пламя», пожарный десант, саперы и представители всех территориальных подразделений, за исключением боевых дежурных. МЧС Абхазии ведет активную работу по укомплектации подразделений необходимым оборудованием и техникой. Сегодня во всех районах Абхазии на боевом дежурстве, как и прежние дни, стоит техника. Они в случае чрезвычайной ситуации готовы выехать. То есть половина, то, что вы здесь видите, 50, здесь даже можно сказать меньше 50% техники, а все остальное находится на боевом дежурстве. У нас не бывает, чтобы вся техника стояла на боевом дежурстве. Техника определенно стоит в резерве. На время прохождения строевого смотра ни один транспорт не был снят с текущего дежурства. Здесь и супертягач, БРДМ, реанимобили и множество другой специальной техники. Новинкой стал, конечно же, вертолет Ми-2, пока в единственном экземпляре. О нем наши спасатели давно мечтали, ведь теперь высадка десанта в горах, эвакуация людей, доставка раненых в больницы намного ускоряется и облегчается. Ми-2 уже на боевом дежурстве и готов к вылетам. Вертолет – это была наша мечта, потому что тот, кто не сталкивался с проблемой, он не понимает. Да, пока на самом деле нет возможности перелететь границу, но мы этим вопросом занимаемся, ведем переговоры. Очень важно бывают тяжело больные люди, которые в разных ситуациях хотя бы оперативно быстро доставить до границы. Бронированная разведывательно-дозорная машина была адаптирована под нужды МЧС Абхазии нашим специалистом Дамием Джикерба. Эта техника особо пригодилась при ликвидации последствий взрыва в селе Приморское прошлым летом. Техника с высокой проходимостью переделана под спасателей для размещения личного состава, для размещения оборудования, для доставки в труднодоступные места спасательных подразделений. В МЧС есть саперы, пока их только 2. Ветераны войны обезвреживают мины в самых разных частях страны. Как оказалось, у них работы хватает. Выполнять ее профессионально и без особых рисков для жизни и здоровья помогает специальная техника. Своих сил достаточно. В принципе, пока мы справляемся, практика показывает. Конечно же, наука не стоит на месте. Есть лучшие что-то варианты. Пока что имеем, справляемся как-то, слава богу. В целом МЧС Абхазии укомплектован техникой почти на 80%. Что касается специалистов, то здесь тоже особых проблем нет. Более того, ведомство не стоит на месте и развивает самые необходимые направления, дополняя их нужными специалистами. Одним из новшеств последнего периода стало создание пожарного десанта. Пока в нем 10 человек, и их главная задача – разведка пожара. Мы не знаем, когда пожар, загорание, что находится внутри этого помещения. Это ребята, которые способны проникнуть в любой объект горящий, специальное оборудование для них есть. И они уже нам передают. Одежда тоже специальная. Одежда тоже специальная. Мы пока пробное делаем здесь, и мы хотим во всех районах, чтобы был такой пожарный десант. Гости увиденным остались довольны. По их словам, подобные смотры способствуют повышению строевой культуры, выучки, помогают укреплению дисциплины, организованности и уставного порядка в подразделениях. Я лично очень рад и горд, что присутствую на этом мероприятии. Я сегодня еще раз убедился, что МЧС со своим руководителем имеют заслуженный авторитет и уважение в нашем обществе и за пределы Абхазии. Выражает профессиональное выполнение своих служебных обязанностей. Лев Квициня подвел итог. К предстоящему курортному сезону МЧС Абхазии готова.
Нисфарш Бабислан Шхинджери, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.